Где-то ночь прокралась в мысли, холод сковывает грудь, одиночество зубами хочет душу полоснуть. Только ночь в казенном доме и февральские ветра, в инвалидном пансионе жизнь сплошная суета. Мысли кружат голубями и садятся на кровать, как затерянные письма, просто некогда читать. Сон терзает, как собака, смотрит жалобно в глаза. Инвалидная коляска, жизнь странная возня. Я вот начинаю уже, когда рисовать, что-то свои эмоции, свои мысли, как свою душу вкладываешь в каждую картину вот тоже. Вот я вот не знаю, они как дети, вот их сейчас вот на выставке они, а у меня ничего не идет. Здравствуйте, Константин. Как ваши дела? Нормально. Выглядите очень хорошо. Вы тоже неплохо. Спасибо. Константин, вы – это настоящая мужская история. То, что вы творите, вы вдохновляете. Мы будем идти действительно вперед и только вперед. На вашем примере можно показывать, что человек всегда может найти в себе силы, желание жить дальше и творить, и быть полезным для общества, для людей, и делать что-то приятное и хорошее. Что говорят, не подвластно Юпитеру, то это... Я бы никогда бы не сделал. У меня просто невозможности ничего, эту выставку. Все стихийно получилось. Больно-то и не готовился. История выставки очень такая спонтанная, необычная. О художнике я узнала от своих друзей. Они мне показали сами картины. Потом, когда сказали, что этот художник на инвалидной коляске и что он живет в доме престарелых, мне, конечно, стало немножко так интересно, а что это за такой человек, который вот рисует, создает что-то такое прекрасное. На самом деле в жизни не бывает без случайности. И то, что сегодня эта выставка состоялась здесь, в Башкирском государственном театре оперы и балета, это, наверное, такая череда случайностей, которые приводят к таким прекрасным, счастливым моментам. Случайные встречи, случайные знакомства. И вот это все переросло в такой замечательный творческий проект. Когда звучит его слово «Света, я доверяю, я знаю, что все будет хорошо», вы знаете, это подвигает к тому, что ты совершенно уверен в том, что ты все делаешь правильно. Но ведь задача была при отборе отразить основные жанры, да? Мы это все сделали. Выставка по количеству экспонатов небольшая, но по сути она очень правильная, она очень органичная, она очень емкая, передающая вот все те переживания, которые у него есть. Обнажена его душа. То есть он должен рассказать посредством произведения о всех тех переживаниях, которые есть у него в сердце.
Там же исторический зал. Любой, наверное, художник там завидовал. А тут я себя и художником не считаю. Так. Вот то, что инвалид, из-за этого может. Да. Совсем еще недавно, да, человек на инвалидной коляске, мы его никак не воспринимали, мы считали, что это вот с кем-то, но не с нами. Но мое убеждение это жизнь, что все мы рано или поздно инвалиды, все мы рано или поздно оказываемся в недееспособном состоянии, просто потому что жизнь идет, время течет. Поэтому чем раньше мы начинаем думать о том, что надо все-таки ощущать этих людей рядом, тем общество здоровое. Поэтому произошел рывок огромный. Мы теперь замечаем людей в колясках инвалидных, мы теперь понимаем, как им не просто живется в нашей недоступной среде для них. Да, у меня этих взлетов, подъемов было, знаете, как столько. С третьей женой очень плохо начал жить. Я как раз с севера приехал, там работать что-то у меня тут не получалось. И все, и началось. Ну, как всегда, спасение в водке же. Ну, запил и на своей машине разбился, и все. Когда ночное одиночество тебя как женщина ласкает, ты ждешь от сумрака пророчества, и сердце робко замирает. В себя вдыхая пустоту, ноздрями чувствуешь погоню. Я мысли мрачные гоню, и разум мой, как лодка, тонет. Звенит хрустально тишина, а кто-то хлопает в ладоши, и сумрак старый, как и я, залез в постель, не сняв калоши. И майской ночью моросит, в окно стучится каплей дождик. Мольберт художника не спит и рисовать любовь не хочет. Хотел повеситься, так просто у меня сил не было повеситься. Не было, вот просто вот потянуть, вот, чтобы... Бегал, прыгал, все там, все было. А тут даже не знаю, что там, как назвать себя. Ну, полностью никому не нужен. Ну, кусок лежит, вот мясо и все. Лежал в больнице в 11-й. Ну, там помогали ему, ну, что могли, сделали. И потом, как коснулось дела, где проживать, добились так, что его устроили в дом инвалидов, выделили комнаты, вот, условия. Письмо с Федерации бокса ребята составили. Это, считайте, как в рай попал. Ухаживают, санитарки за тобой. Ну и что, и вот жажда жизни какая-то появилась. Стал писать, разрабатывать руки, все потихоньку. Сначала меня отец хотел сделать музыкантом. Купил мне аккордеон, а я был маленький. Так у меня ничего не получилось. И потом в 6 классе отец меня взял и чуть ли не за уши в художественную школу.
я не пойду в художку, ты че, упирался. Он говорит, я, говорит, с тобой пойду учиться, да. И так и 4 года проходил. Мольберты были рядом, и Хоменко, он всегда, вот Юрин старший, Юрин младший. Никуда я не поступил после 10-го. Документы не сдал никуда. У отца вот, директор вот это Гастелло по спортивной части Сорокин был такой у них. Вот. Он пришел к нему так и так, говорит, вот двоечник никуда не поступил, художественную школу кончил, возьми его к себе, говорит. А там дремучий лес же, оформитель. А в то время это у них Арефьев работал, такой художник. Вот он меня научил, как плакаты писать, как грунтовать, как щиты натягивать. Все это на советскую тему. Портреты вождей, Ленина, это обязательно. Он удивительно органичный художник. Вот я бы хотела отметить это в первую очередь. Это то редкое качество, которое встречается не у каждого профессионального художника. Ведь он закончил только художественную школу, дальше образования у него как такового нет. Много работал в рекламе, но именно реклама позволяет ощущать пространство. Он чувствует плоскость холста или листа, неважно. Он чувствует, что такое крупные формы. 8 лет в рекламе проработал здесь. А потом на север уехал. 15 лет где-то. Почти весь север пробороздил. Вот эту стелу памятную к 40-летию. Новый год они конкурс устроили, а 9 мая тут январь, февраль, март, апрель, май. Ну, кто, говорит, так делает? Там это годами же попроще. Я говорю, за месяц я вот орден отчеканю, вот этот флаг, все, вызывайте в Тюмени, я говорю, облицовщиков, хороший мрамор, говорю, змеевик, и все, вот 40-градусные морозы, и все сделали. И вовремя открыли. В моей душе играли струны, в моей душе пылал костер. На небе грозном пели луны, а подпевал им звездный хор. Летали мысли, словно птицы, и в бледно-серой тишине остались прошлым наши письма в далекой сказочной стране. В моей душе играли струны, в моей душе пылал костер. Искал в душе золотые руны, но только ноги в кровь истер. С Константином мы познакомились в 2014 году, когда я первый раз поступил сюда, в интернат, в феврале. Когда я поднялся на 2-й этаж, я его картину сразу увидел. У нас еще так смешно получилось на знакомстве. Я говорю, здрасте, я говорю, тоже говорю, рисую. Потихоньку начал к нему каждый день приезжать, разговаривать. Он все переживал, когда сказали, что выставку будут проводить. Что-то время идет так долго, все время говорит, когда будет, когда будет. И когда выставка вот прошла, он как-то такой окрыленный, даже какое-то себе время, себе отдыха дал даже. И после этого про этот оперный театр он стих написал. И меня тоже как вдохновил тоже. Собираюсь тоже вот начать только акварелью работать буду. У меня друг старший, секция бокса записался. Я его просил, так, лет 12 мне было. Мы же мальчишки, что там. И он все-таки меня привел к Митькину. И самое странное, Митькин даже без всякого разговора. И как я ему понравился. У меня вот перчатки больше меня были, там вообще вот такой шкет прыгал. Уличный хулиган был это самое, у него все это соревнование выиграл, город, потом Башкирия, Центральный совет.
«Зенит» среди юношей. Слишком маленький был. Бокс. Ну, представляешь, первый наилегчайший вес – это 48 килограмм. Это даже как баран. Костя отличался с характером, был очень шустрый мальчик. В те времена, допустим, Черниковка считалась, ну, мягко говоря, бандитским районом, и все боксеры, все ручуны приходили на Гастелло тренироваться боксом. Форма лучше, уже защита, смотри. У всех эластичные бинты, все у нас же наматывали просто, не резали у матери, да, забинтовывали. Потом 9 класса вес 48 килограмм у меня. Первый наилегчайший вес был. Первенство Союза, поехал в Свердловск. Мы там 3-е место заняли. И все, у меня поперло. Такая школа немножко жестокая, но зато плодотворная. Каждое воскресенье ребята дрались не на жизнь, а на смерть, чтобы где-то завоевать место, чтобы выступать на первенстве Башкирии или куда-то поехать. 18 лет исполнилось. И это мой тоже друг из Гастелло. Его в армию забирали. И приехал набор это со спортивного клуба «Армия» с Куйбышева. Капитан, ему надо было как раз 48 килограмм. И он меня взял, а у меня на этой каше солдатской вес подпрыгнул. Приехал в армию 48, а уже вооруженные силы выиграл в 63. Всесоюзный турнир выигрывал в Казани Муршид Джалили, герой Советского Союза. Чемпион города Уфы, Башкирия. Вообще Константин Александрович, он жесткий человек. Иногда бывает даже вредный. Как говорится, сам себе на уме. Вот если ему что-нибудь не понравилось, его переубедить очень тяжело. Если ему не хочется делать, он всегда: налей себе кофейку, попей, а? Вот так вот. Бывает такое самочувствие, тут же и перепад погоды, и спастика у него может усиливаться. Про это нужно говорить, и нужно показывать таких людей, что не нужно чего-то великого, большого, а просто сказать те нужные и важные слова, и жизнь человека разворачивается просто на 180 градусов. Опять земное притяжение меня заставило любить. Опять в чудесном пробуждении мне просто некого винить. Любовь — лекарство, жажда жизни, любовь — божественный нектар. И я, очнувшись первым делом, любимые руки целовал. Опять земное притяжение тебя заставило любить, и в этом счастье пробуждения хочу сильнее жить и жить. Он же тихонечко рисует. Зачастую мы видим, когда он уже выкладывает готовую работу где-то в соцсетях. Естественно, мы приходим, вот вчера, допустим, я увидела очередную его картину, мне сегодня очень захотелось прийти посмотреть ее воочию. Но когда он к празднику преподносит, допустим, какой-то портрет и еще стихи, это очень приятно. Как художнику не любить? Сначала рисовал, как вот первая жена. Что не рисую, портрет у меня на первую жену. Потом там Аня, потом это Марина, вот такие девчонки. Но без этого, наверное, художник не может жить.
влюбчивый вообще, блин. По жизни проверяет, наверное, сильных. Бывает, что-то случится, мы идем вперед. Нас снова по голове. Мы снова встаем и идем вперед, только вперед. Поэтому очень важно для нас, для всех, никогда не унывать. Все в жизни возможно, все, вот действительно все. Не опускайте руки просто. Жизнь уже почти прожил, начинаю вспоминать, где там первый раз споткнулся, сколько женщин было, и там вот 3 раза был женат. И все равно вот первая, как жена от Бога была, жил бы себе. Так сложно. Можно писать мемуары. Таганка. В холоде московском девчонка съежилась и ждет, а снег игривым жеребенком копытцем по афишам бьет. Она, как баба, овдовела, уходит в бытие мечты, склонила мраморное тело, покрыв вуалью кресты. Уходят, тихо, не прощаясь, созвездия ярких, ярких звезд. И в темноте, небес касаясь, ласкают мрамора погост. К нам обратилось Министерство культуры Башкирии с тем, что художник, который нарисовал портрет Владимира Высоцкого, хотел бы передать эту картину в дар. Эта дружба у нас, я думаю, что будет плодотворной, потому что работы с положительной энергетикой, они несут добро. Хочется посмотреть и хочется вникнуть. Я очень много стихов перекладываю на музыку, то есть мне это очень интересно. Пишет человек не в пустоту, пишет человек от сердца. Зная вот его тяжелый путь, по-моему, очень на высоком уровне. Для людей важно вот эти ощущения, эмоции, которые он получает, и это правильно. Это как раз один из бриллиантов, который Карина Владимировна откопала на просторах Башкирии. Не каждый художник может обратиться вот к таким сложным философским темам, в которых концентрировано его восприятие веры, он же человек верующий, его знание поэзии, его восприятие природы и его бесконечное уважение к человеку. Мы надеемся, что эта работа будет интересной не только с точки зрения эстетического наслаждения, но и, наверное, воспитательный, что ли, эффект, да, как пример того, как человек отвечает на трудные вопросы судьбы. Люди на колясках – это сверхчеловеки, которые живут в наших непростых реалиях. И среди них должны быть свои лидеры, и мы должны о них рассказывать, о них должна знать вся страна. Иногда вот просто ночью про себя вот рифмуешь, потом так что-то удачно соскакиваешь, и сразу компьютер не забыть, чтобы... Мой милый ангел, как же вы похожи на облако сиреневой мечты. Человек столкнулся с жизненными трудностями, неприятностями, но при этом он нашел в себе силы встать и начать писать, творить, делать что-то хорошее для других, писать картины и дарить их в детские дома. Я вас искал по белу свету, но не нашел. А где же ты, мой милый ангел? Как же вы похожи на облако сиреневой мечты. Мой милый ангел, я такой же смертный, как тысячи на небе ярких звезд. Холодный ветер с северной планеты мне облако хрустальное принес. Вы знаете, мы эту картину давно ждали.
Гвоздь прибит. Это та комната, где у нас встречаются родители, которые потенциальные, которые хотят взять наших детей. Они с ними там знакомятся. Придешь, смотришь, неужели думаешь, я сам рисовал, надо же, а?